Быть учителем – ответственность большая, и мужчина здесь всегда найдет себе настоящее мужское дело и опорой станет в детской судьбе и покажет всем на своем примере, как задачи жизни по-мужски решать. Сыдыков Бакыт Шакирович родился в 1986 году. В 2004 году окончил школу села Тамче и в том же году поступил в Национальный университет имени Чусупа Баласагына, факультет математики, информатики, кибернетики. В 2009 году окончил вуз. В настоящее время работает в школе-гимназии села Тамче учителем математики и информатики. Бакыт Шакирович, почему вы выбрали профессию именно учителя? Ну, во-первых, я здесь родился, в этом селе вырос, отучился. В школе у меня были хорошие оценки и увлечение всех предметов, это математики, физики. Поэтому после окончания школы поступил в математический факультет Национального университета имени Баласагина. Вот после окончания матфака я поехал работать в Казахстан. Около где-то 7-8 лет работал там, жил с семьей. После так как я являюсь младшим сыном, а у нас принято, что младший сын должен смотреть за родителями. Вот таким образом я обратно приехал к себе в село, в родительский дом. И так как у меня профессия сама была выбрана изначально педагога, учителя математики, поэтому вот по этой профессии я и дальше работаю. В будущем собираетесь ли вы продолжать свою профессию учителя? Ну да, мне самому, если честно сказать, нравится преподавать, учить детей чему-то. Это, не знаю, для меня это, как говорится, нравится мне. Мне моя работа нравится. А как заинтересовать учителей мужчин работать в школе? Ну, во-первых, смотрите, учителей мужчин сейчас вот после того, как подняли зарплату, мне кажется, все равно интерес к преподавательской деятельности у всех вырос. Не только, скажем, у женской половины и у мужской половины. Мне кажется, замечается, что те, которые раньше уходили на другую работу или куда-то уезжали на заработки, сейчас уже задумываются о том, чтобы приехать обратно же работать у себя, где он живет, в селе, получается. Ну, я думаю, одним из самых мотивирующих причин это поднятие заработка. Второе, наверное, тоже надо предусмотреть какие-то жилищные условия для мужчин, потому что мужчины это все равно кормилец семьи, на одной зарплате семью на ноги не поставишь. Поэтому если учителям еще будут давать какие-то, кто будет приезжать работать, и какие-то будут участки давать, чтобы дом построил и так далее, какие-то кредиты с малыми процентами, имеется в виду поддержка от государства, мне кажется, любой учитель будет оседать там, где он работает. И, естественно, если он осядет там, то он не будет продолжать работать в школе. А почему государство дает предпочтение именно учителям, мужчинам, не женщинам? Почему они ведут эту акцию сейчас? Это, скорее всего, наверное, статистика прошлого. В прошлом у нас образование считалось более качественным, более лучшим в советское время. И поэтому раньше, если статистику смотреть, учителей мужчин было больше. Может, как-то вот из-за этого, может быть, сейчас хотят привлекать тоже учителей мужчин. А так-то, конечно, как говорится, равноправие должно быть. В чем разница между учителем мужчиной и учителем женщиной? Учитель мужчина, скорее всего, это, наверное,
как отец, ученики именно вот по воспитательной части, мужчинам, учителям, более дети легче поддаются послушанию. И все равно на мужчину ученики реагируют по-другому, в отличие на учителей. А сейчас мы узнаем у наших учеников, какой же учитель Бахыт Шакирович. И нравятся ли нашим ученикам его уроки. Так, какой учитель для вас, Бахыт Шакирович? Бахыт Шакирович, он очень хороший учитель, он очень все объясняет хорошо, даже до двоечников все доходит. Он очень добрый, ответственный, и он очень веселый. Во время уроков он ведет очень приятные уроки, которые прям очень интересно слушать эти уроки. Бахыт Шакирович очень хороший учитель, и он преподает по своему предмету очень хорошо, и он очень трудолюбивый и хороший. Нравятся ли тебе уроки Бахыт Шакировича? Да, нравится. Видно, человек образованный, отучился, знает психологию учеников, хорошо объясняет, например, объясняет, не то, что прям, не дает задания и сразу такие делать, а сразу объясняет, почему так, именно, все объясняет до мелочей и до нас доходит, он хорошо ведет уроки, главное понятливо, и он обычно не сильно обращает внимание, например, на форму или там. Главное, чтобы ученик понял, смог объяснить и как-то сварил эту информацию. Наш классный руководитель очень добрый, с ним никогда не скучно, он всегда направит нас в хорошие стороны. Бахыт Шакировичтің сабақтары жағалы сіздерге? Албетте жағады, Бахыт Шакирович ушпай толығымен түсіндіріп береді. Башқа ежелерден көп түсінбеймін, ошо Бахыт Шакирович бізге барлығын бір түсіндіріп толық айтып береді. Жана Бахыт Шакирович мындай кандай десем боорукер, ошондой эле бизди өз балдарындай жакшы. Бул Бакыт агай абдан адамгерчилик жана боорукер, жакшы сабактарды да түшүндүрүп берет. Мага Бакыт агай эмнегедир жагат, сабактарды түшүндүрүп бергенде эле бат эле түшүнүп, компьютерди бат эле иштеп, Бакыт агайдан 5 алам. Узнав мнение наших учеников, я решила посетить один из многих его уроков. И в действительности его уроки очень интересны, а главное понятны. А еще Бахыт Шакирович заботливый отец, любящий муж и крепкая опора большой семьи.